Главные события четверга, 21 марта, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Итоговый результат Владимира Путина на выборах главы государства составил 87,28%. За него проголосовали более 76 миллионов россиян. На переправе Якутск-Нижний Бестях отработали действия ведомств в условиях ЧС. По легенде, на дороге произошло ДТП с участием 3 автомобилей. Падежи, суффиксы и префиксы языка народа саха. Московские студенты изучают особенности грамматики якутского языка. «Чужая душа потемки». Эти и другие строки из «Грозы» Островского зазвучат на сцене Мирнинского театра в Алмазную столицу. Везут премьеру. Но уже на следующей неделе в Якутии стартует спартакиада зимних видов спорта. Соревнования пройдут в Алдане и Нерюнгри по 10 видам. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах президента Российской Федерации составила 77,49% от общего числа зарегистрированных пользователей. И в выборах приняли участие 87 миллионов 576 тысяч 75 избирателей. В истории современной России подобного показателя еще не было. По словам Памфиловой, это тоже показатель демократичности и легитимности выборов. Итоговый результат Владимира Путина на выборах главы государства составил 87,28%. За него проголосовали 76 миллионов 277 тысяч 708 человек, сообщила Памфилова. Итоговый результат Харитонова на выборах президента составил 4,31%, Даванкова 3,85%, Слуцкого 3,2%. Попался такой урод. После официального подведения итогов выборов Владимир Путин сделал обращение к гражданам. Президент в нем поблагодарил всех россиян, принявших участие в голосовании, вне зависимости от того, кому был отдан голос. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны. Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной. Ведь, по большому счету, мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше. Выбирали будущее для себя и своих детей. А каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны. Наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой. На участке ледового автозимника Якутск-Нижний Бестях протяженностью 12 километров по льду произошло ДТП с участием 3 машин. Такая легенда состоявшихся учений на ледовой переправе. Отмечу, учения проводятся ежегодно Федеральным дорожным агентством «Росавтодор». За ходом тренировки наблюдала моя коллега Даяна Федорова. По легенде учений произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал, зажат, требуется деблокация. После получения информации о происшествии все оперативные службы прибыли на место аварии в кратчайшие сроки. В этом году проводится именно на ледовой переправе через реку Лена. Это особенность нашей республики, и мы показываем эту технологию производства, подготовки и эксплуатации ледовых автозимников. На основной ледовой переправе через реку Лена собрались более 50 человек личного состава и 13 единиц техники. Все работы завершены в установленные сроки. Цели учения достигнуты. Личный состав получил навык и знания по вопросам организации проезда в условиях чрезвычайной ситуации. Все задачи выполнены. Передвигаясь по автодорогам и ледовой переправе, необходимо соблюдать все правила дорожного движения и информационных знаков. Допустимую грузоподъемность, скоростной режим, а также дистанцию. Ведь они установлены далеко не просто так. За предыдущие месяцы текущего года в Якутии зарегистрированы 100 дорожно-транспортных происшествий. В результате 13 человек погибли и 128 получили различные травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность выросла на 26,6%.
Водители должны в первую очередь, конечно, соблюдать правила дорожного движения, да, если они заезжают на паромную переправу, допустим, ну и на зимники, да, то они должны соблюдать все те требования правил дорожного движения. Какая бы долгая зима в Якутии ни была, она заканчивается. Это значит, что с середины апреля все ледовые переправы на федеральных дорогах подлежат закрытию. Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Поэтапное снижение грузоподъемности на ледовых переправах и зимниках в Якутии начнется с 1 апреля. Закрытие ледовых переправ и автозимников в центральных районах республики состоится ориентировочно 15 апреля, в арктических и северных – 20-25 апреля. Проезд будет запрещен для всех видов транспорта. Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников. Тем временем в Якутии в газифицированных районах началась работа по инвентаризации садовых товариществ, которые помогут потенциально попасть под программу социальной газификации. Минэнерго совместно с ФАС предлагают подведение сетей газоснабжения как до границ земельных участков общего пользования садовых товариществ, так и до границ садовых земельных участков, на которых расположены домовладения, без взимания средств заявителей. По оценке ведомства, потенциал газификации жилья в СНТ порядка 1,5 миллиона домов. Отмечу, Якутия занимает первое место на Дальнем Востоке и 9-е место по стране по реализации программы социальной газификации. Московские студенты изучают особенности грамматики якутского языка. В одном из столичных вузов уже несколько лет будущие лингвисты пристально постигают падежи, суффиксы, префиксы и окончания языка народа Саха. Какие открытия сделали начинающие ученые и чем их покорила Якутия, выяснял Максим Кардозу. Мы у корпуса факультета гуманитарных наук, одного из лучших вузов в нашей стране. Это Высшая школа экономики. И здесь есть группа студентов, которая изучает якутский язык. Причем эти ребята неоднократно бывали в нашей республике с экспедициями. Сейчас пойдем с ними знакомиться. Дроба, Буларум. Дроба. Максим. Бастага этини ах. Мин бағынаға баран, күннілер болақтарына, тоқтыбут кулағы итигестеях пен сөбдуо. Максим Бажуков – преподаватель-ассистент. Уже 4 года он изучает грамматику якутского языка. Например, его заинтересовало, что в одном и том же предложении можно как использовать, так и игнорировать падежи. Например, предложение «мен масына алджатым». И вот я сказал без падежа. Вот. И вроде бы так действительно иногда говорят в некоторых ситуациях, когда это что-то вот абстрактное. С другой стороны, может быть сказано «мен масынаны». Здесь уже есть винительный падеж. И это как бы очень простой случай. На самом деле в языке таких случаев очень много, существуют разные контексты, и вот это все очень-очень большая интересная система, как это устроено. В 2019 году преподаватели университета решили изучать особенности якутского языка и пригласили в новую группу всех желающих студентов. Их заинтересовала живая языковая культура народа Саха, возможность общаться с носителями и необычные конструкции, с помощью которых формируются предложения. По-якутски, по крайней мере, в говорах Намского Луса, можно сказать «Сардана, барары сылджар». Вот собирается уйти. А можно «барары генар», а можно «барары генна» или «барары геммыт». Если она стоит у двери, можно сказать «барары турар». И вот это в прямом смысле богатство якутского языка. Сколько способов, сколько очень похожих конструкций, у которых у каждой есть свой оттенок значения. Да? И вот это интересно писать. Изучение происходит не только по книгам, предусмотрена и полевая практика. Уже 4 раза студенты и преподаватели приезжали в Якутию. Они жили в Намском и Верхневилюйском улусах и активно общались с местными жителями. Мы обычно встречаемся с носителями на 1 час или 2, и обычно это устроено так, что у нас есть анкеты, которые мы специально составили по нашим темам, и мы спрашиваем предложения на русском, иногда, и часто пытаемся что-то породить по-якутски, и спрашиваем носителей, могли бы они так сказать, в каком случае они так могли сказать и так далее. То есть пытаемся как-то собрать, какую-то информацию про якутский. Из Якутии ребята привезли не только научные материалы или новые впечатления. В Москву они вернулись с сувенирами. Из Якутии привезла себе небольшой сувенир, якутские сережки серебряные. Решила что-то себе на память привезти. И люди, когда видят, всегда делают комплименты, спрашивают, откуда у меня такие сережки. Потому что здесь их не продают вообще.
Этим летом лингвистическая группа снова собирается отправиться в якутскую экспедицию. А пока ребята ищут носителей языка в Москве, чтобы не останавливать работу, и просят откликнуться всех желающих им помочь. Максим Кардоза, Григорий Николаев, Москва. Всероссийское общественное движение «Матери России» отметило свое десятилетие. На торжественном собрании были озвучены итоги общественной работы в поддержку матерей, семей и детей республики. За все время более 200 матерей были награждены орденами материнской славы. На мероприятии был подготовлен и продемонстрирован фотоальбом и фильм о деятельности самой организации. Благодаря движению учреждены такие звания, как «Мать-героиня». Также на встрече наградили и активистов движения со многих районов. Напомню, региональное отделение было создано в январе 2014 года. Всероссийского общественного. Эти годы наша общественная организация успешно работает по реализации и 16 наших своих общественных проектов. Это такие проекты, как «Здоровая мама», «Здоровый ребенок», «День сына», «День дочери», которые были учреждены в республике именно по инициативе Якутского регионального отделения движения «Матери России». Поэтому мы сегодня с большой благодарностью проводим это мероприятие. Республиканская клиническая больница номер 3 проводит семинар «Диагностика, введение и лечение пациентов с деменцией» с участием ведущих российских специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. В семинаре принимают участие участковые врачи, терапевты, неврологи, гериатры, психиатры республики. Приглашенные эксперты их ознакомились с современными диагностическими и терапевтическими подходами, рассказали о распознавании симптомов болезни Альцгеймера, описали стадии деменции, объясняли особенности, а также тронули вопросы снижения риска распространения деменции. Я знаю, что у вас в регионе очень много и долгожителей. У нас было исследование недавно, когда наши доктора несколько месяцев жили здесь и исследовали ваших долгожителей для того, чтобы понять все-таки, что же способствует долгожительству. И вот здесь, конечно, встает очень важный вопрос. Это когнитивные функции, это деменция. И сегодня наш семинар будет посвящен тому, как же выявлять эти проблемы на ранних стадиях, как понять, что с пациентом уже с человеком уже что-то не так, и что нужно сделать для того, чтобы продлить активную жизнь. Проект «Я Брайлист» работает в Нерюнгри. Данный проект Якутской республиканской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени Ивана Егорова-Горного стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи. Людей с инвалидностью по зрению обучают основам чтения и письма по системе Брайля. Проект охватил и Нерюнгринский район, где многие люди нуждались в таком обучении. Продолжат наши коллеги. На начальном этапе получается, что учащимся немного может быть сложно. И чтобы облегчить этот процесс, мы применяем вот эту разборную азбуку. Какие точки буквы Л? Буква Л 1, 2, 3, дальше. Буква Е 1, 5. Дальше продолжаем. Брайлист – это человек, для которого система Брайля стала ключом к развитию образованию, профессиональной деятельности и досугу. Приятно, сидя в автобусе или машине, читать любимую книгу или отвечать на письма. Работа проходит очень хорошо на базе Нерюнгринской городской библиотеки и совместно с членами Нерюнгринского общества слепых, которыми выявили свое желание обучиться системе Брайля. Обучение проходит в мини-группах в количестве 20 человек, и каждый день мы занимаемся с утра до обеда, получается с перерывом на обед, и до вечера. Принять участие в обучении по проекту «Я Брайлист» в Нерюнгринском районе изъявили желание 20 человек. Трехнедельное плодотворное обучение уже сегодня дает свои плоды. Мы можем читать в дальнейшем книги. Это будет очень помогать нам находиться в социальных объектах. То есть мы будем ориентироваться, где находится кабинет врача, вход, где касса, допустим, для приобретения билетов. Специалисты Якутской республиканской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени Ивана Егорова-Горного открыты для дальнейшего диалога и сотрудничества и с другими районами республики по обучению в рамках проекта. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Четвертая школа Ленска в этом году отметила свое 55-летие. Очередной юбилей – это лишь повод оглянуться назад и подвести итоги, с уверенностью дальше двигаться вперед, решая задачи, которые ставит общество и жизнь. Успех школы при этом определяют учителя. О них подробнее расскажет Светлана Балеева.
Школа номер 4 города Ленска впервые открыла свои двери в январе 1969 года. В новом образовательном учреждении начали обучение 900 учеников. Коллектив педагогов состоял из 43 человек. Спустя 55 лет в четверке обучается чуть больше 570 ребят. Ведут уроки 32 учителя. У школы интересная насыщенная жизнь, множество достижений. В этом году во Всероссийской олимпиаде школьников регионального этапа у нас есть 2 победителя по технологии девочек, да, и, значит, 1 призер по предмету физическая культура и спорт. В этом году был открыт новый современный стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, а также беговыми дорожками. О спортивном объекте четверка мечтала давно. Много лет в школе существует школьная газета. Корреспондентами являются сами ребята. В каждом номере публикуются статьи об учебе, спорте, увлечениях и многие другие. Газета «Крылья» – гордость школы. Четверка – единственное образовательное учреждение, которое выпускает свое печатное издание. С 1981 года и по сей день в школе работает музей «Молодая гвардия», где хранится очень много ценного материала. Воспоминания молодогвардейцев, их подарки, их письма, воспоминания их родителей, которые вот я сама, когда у меня есть время, перечитываю, их без слез действительно читать невозможно. И вот этой работой заинтересовались девочки из 10 класса, у меня 2, и вот ребята-экскурсоводы из 6 класса. Они, конечно, еще маленькие, им трудновато все это, но тем не менее они ходят, стараются и желают. Более 38 лет в школе ведутся уроки технологий и работает мастерская 3T, где занимаются одаренные девочки. Они шьют коллекции одежды и аксессуаров, с которыми участвуют в республиканских и всероссийских конкурсах. В этом году мы побывали на Олимпиаде по технологии. Наши девочки заняли первые места, победители в 11-10 классе. Также принимали участие в научно-практической конференции. И сейчас мы готовимся к заключительному этапу Олимпиады по технологии, которая пройдет в Москве. Одна из учениц, Надежда Захарченко, рассказала, что в школе постоянно проводятся различные мероприятия. Жизнь учеников кипит и не может не радовать теплая обстановка, созданная в стенах учебного заведения. Вообще, это очень замечательная школа наша. Все очень дружные, тут очень атмосферно. Директором школы сегодня является Яков Яковлев. Руководитель учебного заведения рассказал, что в ближайшее время планируется провести капитальный ремонт здания, привлечь к работе новых педагогов. Сегодня не хватает учителей русского языка и литературы, математики, истории и начальных классов. Работа в этом направлении ведется совместно с районным управлением образования. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В эти выходные жители алмазной столицы увидят грозу. В стенах Мирнинского театра представят новый спектакль по произведению Островского, над постановкой которой работал приглашенный режиссер из Москвы Станислав Васильев. Как проходили репетиции, чем актуальна тема произведения в наши дни, смотрите далее. Самая знаменитая драма Островского «Гроза» была написана больше 1,5 века тому назад. Но, тем не менее, история, произошедшая в неком провинциальном городке Калинове на реке Волги, по сей день имеет огромное количество противоположных суждений. Пока одни считают героев инфантильными жертвами и невеждами, другие открывают в произведении прорыв к новым устоям и гибель всего общественного уклада. Эта тема сегодня звучит как трагедия, потому что на самом деле проблема семьи, сохранение семьи – это очень важная проблема. Сегодня век эгоцентричный такой, каждый живет за себя, и понятие семьи и рода, она как-то девиализировалась. И получается, 200 лет назад Островская об этом говорит, а эта тема сегодня настолько звучит громко и актуально, что понятно, что сегодняшнее понятие семья – это некого рода подвиг. И вот, надеюсь, мы эту тему затронем, и этот вопрос сегодня еще раз прозвучит для зрителей Мирнинского театра. Репетиции спектакля начались с началом Нового года, и были они необычные для актеров театра, так как проходили дистанционно. Такой опыт, наверное, был у нас впервые, потому что мы очень долго пытались найти самое интересное сочетание, наверное, распределения ролей. Вот, и Станислав Анатольевич много нас менял, слушал, как мы звучим, как мы смотримся друг с другом. И, надеюсь, вот такой выбор, который он сделал, надеюсь, будет интересен и нашим зрителям. Во-первых, это и для меня большой-большой, потому что такая большая
ответственная роль, и у меня такие партнеры все мощные, красивые, статные, все с опытом. У меня, конечно, опыта чуть поменьше, поэтому интересно. Очень большая работа, очень интересно с ребятами. Интересная пьеса. Что-то новое найти, по-новому посмотреть. И даже иногда ты читаешь Островский, мы все знаем Островского, все его любим. Но когда твой партнер что-нибудь так скажет, и для тебя новый глобальный смысл открывается даже в какой-то малейшей фразе. Поэтому только счастье у нас в этой работе. «Грозу» можно трактовать как социально-бытовую драму, описывающую как раз период жизни людей, когда внешне все выглядит спокойно, но это только затишье перед грядущей бурей. Анна Васильева, Мирный. Более 400 студентов собрал региональный фестиваль студенческой весны в Якутии. В этом году он приурочен к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Символично, что фестиваль в Якутии проводится именно в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина. Подробнее о мероприятии расскажет моя коллега Марфирина Алексеева. Позади остались многочисленные репетиции, бессонные ночи, кропотливая работа над костюмами. Фестиваль собрал самых ярких, креативных и активных представителей студенчества. Студенческая весна по праву считается самым главным творческим событием среди учащихся профессиональных образовательных организаций, к которому студенты готовятся основательно. Качество выступлений не уступает даже профессионалам. Соревнования очень действительно тяжелые, да, соперники, я смотрю, очень перспективные, не хотят там сдаваться, то есть, да. Видимо, у кого-то тоже есть мотивация, как помимо у нас, но думаю, наш коллектив тоже непростой. Наш танец тоже не пальцем деланный, как говорится, да. Думаю, хотя бы 2-е, 3-е место мы точно займем. У нас коллектив называется Эдерсас, Огоринкюте. То есть, ну как сказать, якутские узоры представляем сами себя. Вот у нас коллектив из 12 человек состоит. Помимо танцевального направления, конкурс проводится еще по 8 сферам. Это медиа, видео, арт, мода, вокал, оригинальный жанр, театральное искусство и инструментал. Наша группа называется 60-1. Недавно мы выступили с песней «Ла-ла да псы». У нас адрес общежития Петра Алексеева 60-1, поэтому мы собрались именно в общежитии, поэтому вот решили называться как 60-1. Сначала было волнение, потом уже резкое повышение адреналина, радость. А так, другие конкурсанты вообще тоже хорошие. Поют тоже хорошо, играют тоже хорошо. С каждым годом число участников стремительно увеличивается. В этом году в Якутск приехали студенты из 26 районов республики. Они представляют 28 профессиональных образовательных организаций. По итогам фестиваля 50 лауреатов и победителей станут участниками национальных финалов фестиваля «Российская студенческая весна» в Саратове и Ставрополе, которые пройдут в июне текущего года. Марфирина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Сегодня на базе Соснового Бора проходят уже 6-е республиканские соревнования народов Севера, игры детей Арктики, в которых участие принимают сборные команды школьников из 7 районов, где традиционно проживают коренные малочисленные народы Севера. В программе прыжки через нарты, нуори, метание аркана, венкийский футбол, бег на широких лыжах, национальные настольные игры Хабылык и Хамыска. Ну а вчера состоялось официальное открытие игры. А сегодня дети уже соревнуются в метании аркана, в нуори и в прыжках через нарты. Напомню, впервые идея о проведении игр детей Арктики возникла в Оленёкской школе в 2012 году. Главным спортивным праздником зимнего сезона в Южной Якутии станет спартакиада зимних видов спорта. Силами и мастерством участники померятся на площадках Алдана и Нерюнгри. До первого старта осталось несколько дней. Какова степень готовности к встрече гостей, узнали наши коллеги. На лыжных трассах Алдана тренировки пока проходят в свободном режиме. Однако спортсмены уже максимально собраны. До первого старта 5-й спартакиады зимних видов спорта осталось 4 дня. Главный праздник лыжного сезона Южной Якутии пройдет с 25 по 31 марта на площадках Алдана и Нерюнгри. На алданских трассах силами и мастерством участники померятся в 7 видах спорта. Это будет 5-я юбилейная спартакиада по зимним видам спорта.
которая включает в себя такие спортивные дисциплины, как лыжные гонки, шорт-трек, спортивное ориентирование, зимнее многоборье, биатлон. И буквально не так давно было принято решение о переносе в Алдан горных лыж и сноуборда. Это было связано с климатическими условиями в Нерингре, где склон начал подтаивать. Ну и, конечно, вот сейчас львиная доля работы связана с тем, чтобы успеть подготовить наш склон к проведению этих соревнований. Ожидается, что в соревнованиях спартакиады примут участие свыше 1000 человек из 20 районов республики. К якутянам присоединятся спортсмены из других регионов России. Вопросы размещения и питания взяла на себя принимающая сторона. К встрече гостей все подготовлено. Рассчитываем на то, что мероприятие пройдет на высоком организационном уровне. Ожидается приезд большого количества официальных лиц, именитых гостей, спортсменов заслуженных. И в то же время для зрителей, наверное, будет интересен тот факт, что будет проводиться во все дни проведения спартакиады лотерея для абсолютно всех участников. Поэтому приходите, смотрите, болейте за наших спортсменов. Традиционно проходящая раз в 4 года спартакиада приурочена к любимому алданцами празднику – проводам зимы. В 2024-м соревнования вновь завершатся встречей весны, и участники смогут присоединиться к массовым гуляниям. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.